В парках республики этим летом гораздо отчетливее слышится чириканье пернатых. Ранняя весна 2015-го поспособствовала преждевременному перелету птиц в Коми. По этой же причине многие виды и загнездились раньше обычного. Что стоит за переменами таких распорядков, расскажет Александра Маркина. Теплая и даже нетипично жаркая весна внесла свою лепту в структуру местной фауны. Некоторые виды пернатых прилетели в Коми раньше обычного. Термин «глобальное потепление» орнитологи, конечно, произносить не решаются. Мини-катаклизм мягко называют климатической динамикой. При этом замечаю, что раннее потепление не всегда хорошо сказывается на птицах. Ведь на смену жаре в Коми могут нагрянуть повторные похолодания. Повторные похолодания характерны для ряда лет. Хочется вспомнить 2003 год, когда действительно вот при ранней дружной весне, когда птицы все практически загнездились, выпал практически 20-сантиметровый снег. И в это время отмечалась, конечно, массовая гибель многих лесных воробьиных птиц. Настроение погоды остро отражается на коренных жителях лесов, тетеревиных видах. Птенцы к условиям очень ранимы, переохлаждаются и гибнут. Влияют на популяцию человеческие факторы. Срубленных деревьев и пеньков в местных парках все больше, как следствие, птиц все меньше. Скошенная практически наголо трава для человека, конечно, только в плюс. Это и эстетика, и отсутствие вредных насекомых. Однако этим самым мы лишаем птиц пищи, что, конечно же, тоже сказывается на сокращении популяции пернатых. Урбанизация и промышленное освоение территорий. По этим причинам в Коми за прошедшие несколько лет снизилась численность голубей и скворцов. Последние исчезают из-за отсутствия домов для птиц на территории города, говорят ученые. В северных широтах пернатые обитают преимущественно в скворечниках. Поэтому сыктывкарские волонтеры во спасение пташек еще по весне развесили 150 деревянных домиков в Кировском и Мичуринском парках. Именно здесь в последние годы пение птиц почти не слышно. Сегодня скворечники уже пользуются популярностью. Даже сейчас, когда прогуливаешься, их стало действительно больше по голосам, по щебечению и даже внешне. Все меньше в республике снегирей, листов и синиц. Этим видом, связанным со старыми возрастными лесами, не хватает мест для гнездования. Впрочем, ученые называют это следствием природного цикла и подмечают, где наблюдается уменьшение популяции одного вида, там же увеличение другого. Очень много видов появляется новых. Вот за последние, например, 150 лет в нашей республике появилось более 70 новых видов птиц. Это все вот практически виды, которые жили гораздо южнее или западнее на территории нашей республики. Южные районы республики испытали высокий пресс лесопользования. Коренную ель и сосну хищнически замещают лиственные породы. Они и привлекают новые виды. К примеру, большого подорлика. Эта птица крайне редко встречается даже в России, но на днях ученый Сергей Качанов заметил ее в Усть-Цилимском районе. Сейчас у орнитологов разгар полевого сезона. Они собирают данные по всей республике. И уже осенью станет известно, сказалась ли не совсем привычная для нашего региона жаркая погода в мае на местных пташках. Александра Маркина, Олег Костромин, телеканал Юрган.